Испытано на себе. Новый год – это праздник, который любят не только дети, но и взрослые. Но если дети ждут новогоднего волшебства, то для взрослых нужно сначала пройти некоторые испытания. Успеть купить все подарки, успеть до боя курантов, накрыть новогодний стол, сделать самую красивую елочку, ну и, конечно же, порадовать себя, своих родных и близких. Меня зовут Полина Долинская. В рамках программы «Испытано на себе» я начинаю первое испытание. Мое испытание будет холодом и чудом. Сегодня я на улице. Между прочим, у нас погода сегодня минус 44 градуса. Я буду создавать новогоднее настроение для всех жителей и гостей нашей столицы. Здесь у меня есть волшебная сумка, в которой конфеты для каждого. Вот мы и узнаем, кто и как себя вел в этом году. Как ваше новогоднее настроение? Очень отлично. Вы себя хорошо вели в этом новом году? Да. Нет, не очень, но Не очень? нормально. Ну, жду, в будущем жду хорошего. А за 2021 год уже подвели итоги? Нет, еще. Еще не подводили? Ну Нет. вот мы вас поздравляем с Новым годом, желаем вам спасибо. хорошего настроения. И когда вы будете подводить... 31 буду. 31-го? Да, итоги года буду. Будем надеяться, что вас итоги тоже не подведут. Хорошего Спасибо, вам настроения. Спасибо за хороший. Да, Всего спасибо. хорошего настроения. Вы себя хорошо вели в этом году, молодой человек? Молодой человек убежал. Видимо, в этом году он себя вел недостаточно хорошо. Здравствуйте! С праздником! Вы себя хорошо вели в этом году? Да, хорошо. А все, что запланировали перед Новым годом, вот этим, в 2021 году, все у вас реализовалось? Да, все хорошо. Ну, замечательно. Я хочу поздравить вас с Новым годом, пожелать вам хорошего настроения, стройте дальнейшие планы на следующий год, и пусть ваше настроение будет хорошим, а год будет сладкий. Спасибо. Спасибо. Вас тоже. Спасибо большое. Пока что все идет отлично. Здравствуйте. А вы в этом году себя хорошо вели? Хорошо вели. А все, что запланировали, все у вас исполнилось? Ну, почти все. А чем запомнился 2021 год? Ну, коронавирус. Нет, из хорошего. Из хорошего. Владимир Владимирович Путин денежку дал 10 тысяч пенсионерам. Здорово. Да? Еще ждем. Еще ждем, Вова. Да, еще ждем. Несмотря на холод. А на следующий год уже планы строите? Ну, так, не знаем, как жизнь покажет. Ну, пускай она покажет, что все будет хорошо. Стройте планы на следующий Ой, год. спасибо Хорошего большое. вам настроения. И вам хорошего. С Новым годом вас! Всех якутян поздравляем с Новым годом! Спасибо большое. Счастья, здоровья всем! Так легко одеты. Да, всего хорошего! До свидания, спасибо! Хорошего До дня. свидания! И вам всего хорошего. Спасибо большое. Оказывается, творить добрые дела и дарить людям настроение – это просто. Несмотря на то, что на улице не так-то и жарко, вот тепло и доброта людских сердец, она меня, видимо, греет. А все, что-то никого нету. А все, люди закончились. Поедем на другую площадь. Узнаем, кто там хорошо себя или плохо в этом году вел. А вы себя в этом году хорошо вели? Конечно. А все, что запланировали, все у вас сбылось? Сбылось. А что самое запоминающееся было событие в 2021 году? Нет, я вот в конце года в отпуску был, а на Барском улусе. Вот там это впечатление хорошее. Ну, пускай вы вступаете в Новый год с хорошими впечатлениями. Мы вам хотим подсластить вашу жизнь, ваши будни. У нас как раз чайник есть, чай попьете, и хорошего вам Нового года. Спасибо. Счастья вам. Спасибо большое. Ну что, друзья, мы приехали на еще одну из главных площадей нашего города. Сейчас мы тут спросим у людей, как у них прошел этот год, чем он запомнился, что было хорошего и какие они планы строят на 2022 год. Здравствуйте! А у нас буквально 2 минутки. Вы себя хорошо в этом году вели? Да. А мы хотим вас поздравить. Вот, пожалуйста.
мы желаем вам радости, хорошего Спасибо, настроения. спасибо. И в следующем году тоже себя Ага, ведите хорошо. спасибо, с наступающим. Хорошего дня. Обед, самый час пик. Молодой человек, здравствуйте. А вы себя в этом году хорошо вели? Да? А чем запомнился для вас 2021 год? Я в лицей поступил. Ой, я вас поздравляю. Какие планы на следующий год строите? Стать отличником. У вас пускай все получится. Мы вам желаем исполнения вашего желания и поздравляем вас с наступающим Новым годом. Спасибо вас. Вас тоже с наступающим. Хорошего вам дня. А вот люди, которые, несмотря на мороз, продолжают работать ради того, чтобы в нашем городе было чисто и красиво. И когда мы шли по площади нашего города Якутска, у них было отличное настроение. Давайте подойдем к ним и спросим, как у них прошел этот год. Не убегайте! У меня конфеты! Здравствуйте! А вы были хорошим мальчиком в этом году? Очень хороший. А чем для вас 2021 год запомнился? Ну, не знаю даже чем. Что такого, может быть, интересного произошло? Может, необычного? Ну, в отпуск ездил, в Алунде. Ух ты, и как там? О, хорошо люди живут. Хорошо? Тепло. На Байкал ездил. Вообще понравилось. А на следующий 2022 год вы строите уже планы? Ну да, тоже. Дачу надо делать, много работы. Ну, вы знаете же, да, что чтобы дачу построить, нужно много сил. Вот для того, чтобы силы у вас были, мы вам предлагаем О. подкрепиться, попьете сладкий вкусный чай. Ну, спасибо. Поздравляю вас с Новым годом и Да. желаю, чтобы все у вас получилось. Еще 30 декабря день рождения у меня. Ой, так мы вас поздравляем. Мы пока не поздравляем, но это как будто бы на день рождения. Хорошо. Все, хорошего вам дня, хорошей работы. Здравствуйте. А вы себя хорошо вели в этом году? Конечно. А что было самое интересное в этом году, уходящем? Уходящая Да. внучка родилась. Ой, так мы вас поздравляем. Вот, пожалуйста, со своей сладкой внучкой попейте чай со сладкими конфетками. Мы вас поздравляем с Новым годом. Спасибо большое. Оказывается, быть Снегурочкой то еще испытание. Несмотря на то, что это зимний персонаж, мне сейчас нереально холодно. Но мы будем продолжать раздавать сладкие подарки, желать хорошего настроения всем гостям и жителям нашего города. Здравствуйте, молодой человек! А вы себя хорошо вели в этом году? Да. А чем запомнился год уходящий? Не помню. А в каком ты классе учишься? 6. А как закончил четверть? Ну, нормально. Нормально? Ага. Мы тебя поздравляем за то, что ты отучился целых 2 четверти, даже пересидел такие актированные дни, учился на дистанционке. Будь умницей, слушай маму с папой и хороших тебе оценок. Спасибо. С Новым годом тебя! Ну что, друзья, пришло время подводить и наши с вами итоги. Оказывается, в нашем городе живут светлые люди, теплые и радостные, которые ведут себя хорошо, которые строят планы на будущий год, которые реализуют в уходящем году все, что запланировали. У всех хорошее настроение, несмотря на то, что на улице не май месяц, как говорится. Поэтому, друзья, мое испытание закончилось, а я передаю испытание Руслану Ачирову. Испытано на себе. Друзья, всех поздравляем с наступающим Новым годом. И, конечно, главным символом всех новогодних праздников является не только Дед Мороз, Снегурочка, но а также елочка, которая в течение всех новогодних дней находится у нас дома и радует глаз красивыми украшениями, гирляндами и так далее. Но я вам расскажу, как по правилам, как правильно принести елочку из леса. И в первую очередь я позвонил уже в лесной департамент, в лесничество. Мне сказали, что в городе Якутске нужно подъехать по адресу Пионерская, 9, в 9-й кабинет с паспортом и оформить разрешение на вырубку елочки. Вот, ну, посмотрим, что выйдет, как вообще этот процесс происходит. И обязательно расскажу вам обо всем в подробностях.
Вот он, заветный 9-й кабинет в лесничестве. И сейчас мы узнаем всю процедуру по получению разрешения на вырубку елочки. Сколько штук? Одну, да? Да, одну елочку. Друзья, пока Константин оформляет разрешение, я вас могу ознакомить с размером госпошлины, которая требуется для уплаты. Она зависит от высоты ели. Но в нашем случае это сосна. Значит, до 1 метра 45 рублей за штуку, от 1 метра до 2 70 рублей, от 2 метров до 3 150 рублей, от 3 до 4 208 рублей и свыше 4 метров 266 рублей за одну штуку. Ну и, соответственно, плата за новогодние ели и, соответственно, деревья других хвойных пород перечисляется в федеральный бюджет. Так здесь и указано в этом распоряжении. Для оформления, напоминаю, вам требуется только паспорт гражданина Российской Федерации и, соответственно, сумма, зависящая от того, сколько и какую елку, сосну вы хотите срубить. Это мне, да? Ага, спасибо большое. Друзья, заветное разрешение я получил. Соответственно, я могу взять сосну из леса высотой до 2 метров, от 1 до 2 метров. Но в каких территориях можно срубать сосну и где, сейчас нам расскажет следующий специалист. Можно сказать, по Вилюйскому тракту, на просеке, можно и по газопроводу. Это можно показывать, да? Да, можно показывать, в принципе, да. Так. Это Вилюйский, получается, у нас идет. Мое разрешение выдано на... Маганская, значит, это, получается, будет по Вилюйскому. По Вилюйскому тракту? Да, по Вилюйскому будет. Ага. То есть у нас подразделяются по лесничествам, допустим, у меня Мархинская, у меня, например, будет это все за Маганом, вот, которую я говорил вот, по линии газопровода, за Маганом. И получается Шестаковская, это в районе Владимировки, это по Покровскому тракту. И по Покровскому тракту много сосны растет. Обычно люди все там берут. Да? В стороне, да. То есть я выбрал Вилюйский тракт, как бы, но там есть шанс найти? Ну, там есть шанс, да, но в районе Владимировки побольше будет. В Шестаковском участковом лесничестве. Если я вот с этим разрешением с сосной буду в районе Владимировки, то это уже неправильно? Или... Да, по идее неправильно, потому что выдали вам разрешение по Маганскому, и потом уже МВД или кто-то из органов власти будут спрашивать вас, откуда вы везете, почему не на той территории, на которой вам выдали разрешение, так что, может быть, какие-то разногласия, может быть. Понял. Значит, Маганская — это Вилюйский тракт до, ну, грубо говоря, вот любую вот линию ЛЭП или просеку я вижу и могу, заходя в лес, заходя в лес, да, это вот строго, да, у нас с этим строго. Все, чисто по линии ЛЭП, газопровод и вот такие вот. Ну, это специально делается для того, чтобы как бы очищать эту местность, потому что там постоянно производятся работы, и как бы вы делаете нам тоже смягчаете работу, как бы говоря. Понял. То есть, ну, действительно, это уже такие технологические линии, которые требуют очищать время от времени. Да, конечно. Хорошо. Ну, большое спасибо за информацию. Так, ну что, друзья, я получил разрешение. Испытано на себе. Ну что, друзья, вчера я взял разрешение на вырубку новогодней сосны размером от 1 до 2 метров. Разрешение это выдано на территорию Маганская. К ней относится и территория Вилюйского тракта, на котором мы сейчас будем подниматься. Поднимаемся мы из города. Сейчас, кстати, можете наблюдать за тем, как рассеется постепенно туман и выглянет солнце. То есть там у нас солнечный день, якутский, пасмурно, туманно, немножко депрессивно и холодно. Вот, поэтому, чтобы наше новогоднее настроение было еще лучше, мы должны выбрать красивую, хорошую сосну. Вот, этим мы сейчас и займемся. Ну что, друзья, как я вам и обещал, как видите, светит яркое солнце, яркий солнечный день. И наша задача сейчас найти просеку, то есть технологические такие пути, которые требуется
расчищать время от времени. Как и сказал нам лесничий, соответственно, мы немножко вносим свою лепту в это дело. И где-то на опушке, на окраине вот этой такой подобной просеки мы должны найти свою новогоднюю сосну. Мы сейчас прибыли на газопровод. Сейчас посмотрим, заедем в эту сторону, в солнечную. Мы видим уже так, ну что, самое главное перед выходом на улицу за елочкой нужно тепло одеться, потому что на улице не май месяц, если быть точным, декабрь и минус 50 градусов. Инструмент выбран. Пойдемте подбирать елочки. Ну что, рулетку не будем, наверное, брать, хотя она у меня в машине есть. То есть я ростом 1,80 м, подыскиваем елочку, сосну где-то вот такого размера. Здесь у нас можно наблюдать практически джекпот, потому что с этой стороны у нас лэп, а здесь идет газопровод. То есть и здесь это такой некий перекресток, где можно подыскать хорошую сосну. Но пока я их не вижу. Вот я вижу маленькие сосенки, очень маленькие. Но нашего размера пока нет. Так, ну что, уходим в слэп. Сразу здесь видим много вариантов. Главное нам подобрать попышнее, покрасивее и не выше 2 метров. Все-таки надо было лицензию взять на более... разрешение взять на более высокую сосну. О! Ну прямо как в магазине. Так. Что-то они все такие, немножко... грустные сосны. Пышных вариантов что-то я не вижу. Так, не очень, да, как-то? Так, посмотрим еще. В лесу красота, лепота. Ничего вроде, да? Ровно тот экземпляр, который нам нужен. Все. Сейчас мы ее срубим, привяжем к автомобилю, поместим и отвезем домой. Так, аккуратненько. Все. Ну что, сделали мы сразу 2 хороших дела. Во-первых, на Новый год дома будет красивое, натуральное новогоднее дерево, в нашем случае сосна. А во-вторых, мы расчистили часть газопровода, который, в принципе, то есть облегчили задачу для лесничих. Ну, мне кажется, если мы украсим ее, будет очень красиво. И, конечно же, очень хорошо украсить новогодние праздники. Вот так. Ну что, я передаю далее слово нашим коллегам, которые также готовятся к наступающему Новому году. Испытано на себе. Привет!
Ой, им холодно, да? Привет, 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 привет. Это что они говорят? Что они говорят? Давайте быстрее бежать, говорят. А, да? Всем привет, дорогие друзья! Пока мои любимые коллеги испытывают на себе новогодние прелести, я решила поднять себе настроение. Для этого я приехала и решила посетить базу отдыха West Yukon. Вы спросите, для чего? Да не просто так. Сегодня я решила испытать на себе чисто северное развлечение. И это катание в упряжке на ездовых собаках. Действительно, кому как не нам можно прокатиться в минус 50 на собаках. Вот такое новогоднее чудо произойдет сейчас со мной. Но для того, чтобы хотя бы как-то ознакомиться с этим действием, я решила обратиться к опытному человеку. Это наш уважаемый каюр Николай Попов. Николай, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, вы уже сказали мне, что это очень опасное действие, да? Да, есть доля экстрима в этом. Нужно быть немножко подготовленным к езде на собаках. Нужно знать кое-какие нюансы. Все, пойдемте тогда, вот ту самую упряжку. Ага. Это мой трон, товарищи. Так, ага, это называется стояночный тормоз, якорь. Перед тем, как ставим собак, мы ставим на якорь, чтобы они не укатиться. Да, без нашего разрешения не убежали. Ага, так, потом встаем на эти полозья, вот так вот двумя ногами. Тут есть ножной тормоз у нас, жесткий ножной тормоз. Его нажимаем и потихоньку снимаем якорь. И в это время собаки все еще стоят. Потом... Это в лучшем случае, да? Да. Потом, значит, фиксируем якорь на специальное место, садим пассажира и потихоньку отпускаем тормоз и даем команду собакам бежать. И таким образом мы начинаем движение. Так, давайте сначала мы прокатимся с вами вместе, хорошо? Я буду королевой этого трона. Здесь посижу, вы меня прокатите, а потом я попробую испытать это на себе. Отлично. Ну что, я готова, товарищи? Ой. Ну что, с Новым годом, друзья! Я поехала. О, мамочки! О, мамочки, я сейчас упаду! Мама мия! О, боги! О, мамочки! Ай! Давайте, собачки! Уху. Так, стоп, да? Молодец. Так, прокатились. Ну что, королевой нарт быть хорошо, но я же должна испытать на себе роль каюра, и для этого я сейчас еще раз попробую все заново для себя понять. Итак, Николай, что делаю? Снимаю тормоз. Снимаете якорь. Здесь держу на тормозе. Да, а потом ставим вот сюда. А, вот сюда. Вот сюда. Так, я пока стою, самое главное, тут, чтобы они не поехали, на тормозе. Да? Так, и хорошо. потом одну ногу на полозье. И потихоньку отпускаем тормоз и кричим хоп-хоп вперед, и собаки побегут. Подождите, как же его отпустить-то? Ну вы чуть-чуть берите вот. Ага. Вот все. Так, подождите. Ой, хоп-хоп! Ой, хоп-хоп! Мамочки! Ага. Ой, мамочки, я торможу! Тормози, тормози! Остановить-то как, мамочки! Торможу! Я еду! Ой, мамочки, тормозу! Дорогие друзья,
Друзья, это был смертельный номер. Испытано на себе. Испытано на себе. Друзья, окончание года – это всегда подведение итогов. И мы, ведущие передачи «Испытано на себе», также можем подвести достаточно хороший итог. Тем более, что передача уже скоро будет как год выходит на канале Якутия-24. Но что я могу сказать о себе? Мне очень понравилось то, что я освоил базовые начальные знания в практически всех видов сварки. Также запомнилась летняя поездка более чем на 1000 километров на лодке на рыбалку. Я думаю, что многие из вас видели этот выпуск. Ну а самые интересные эмоции я, конечно, ощутил, когда мыл окна вместе с промышленными альпинистами на высоте 9 этажей. А у вас что было интересного? Для меня в этом году было очень много открытий в рамках программы «Испытано на себе». Много чего действительно испытала. Во-первых, я убежала все-таки от медведя. Я даже попробовала себя, и меня учили стрелять из ружья. Потом в Амге я забиралась на скалу и специально загадывала желание, чтобы оно сбылось. Я стояла в этом году на гвоздях. Меня били дети на секции самбо, а другие дети чуть поменьше. После этого научили танцевать польку. Ну а я, в свою очередь, испытала массу эмоций от опыта работы в качестве художественного гримера. То есть мое лицо преобразилось совершенно, да, абсолютно. Далее я также занималась полезным делом, я убирала улицы нашей столицы. Ну а еще, дорогие друзья, больше всего, конечно, мне запомнился мой опыт в работе в цирке. Я была настоящей дрессировщицей. Предлагаю вспомнить, как же все-таки это было. Сделаем кое-что интересное. Проект «Испытано на себе» на канале Якутия-24. В ближайшем выпуске «Испытано на себе» смотрите. Сохранилась история. Друзья, некоторое время назад мы были в Горном Улусе, в поселке Магарацы, где снимали передачу «Испытано на себе». Я участвовал в тушении лесного пожара. Я принял участие в тушении пожара. Здесь находится база отдыха, где мы остановились. Испытано на себе. Изюбер. Дорогие друзья, вот звуки эти, они дают. Друзья, в 40-е годы в районе реки Амга потерпел крушение самолет-амфибия Ша-2. Неужели мысли выше, мы взлетим с тобой в небо? Мойщики окон. Испытано на себе. Смотрите на канале Якутия-24. Встречайте на всех экранах страны. Премьера этого сезона «Испытано на себе». Животики подтянули, макушечка вверх. Правая, левая. Левая. Как оказалось, это не так просто.
Влево. Чуть поработаем на мышцы живота. Без прерва. Спасибо, девчонки, занятие окончено. Один из основных моментов в нашей работе. Ты что сделал? 1000 извинений. Круто облагораживает человека, товарищи. Работаем. Испытано на себе. Смотрите, как я испытаю себя в роли оператора пылесоса. Испытано на себе. У кого лучше, у меня или у Нафани? Ой, красота какая! Привет! Привет, привет! Я с тобой вот так вот. Что тебе, да? Что? Ой, какая красота-то! А ему приятно, да, это? Давай, Ой, поднимай лапу, ногу, копыта. Все-таки не будем, видимо, цирковым артистом. Сейчас будем изучать. Дисциплины нету, сказали. Куда едем? Тему очень хорошо. Яичница, да? Да. Это яичница. Мы рады приветствовать вас на канале Якутия-24. И я попрошу вас посмотреть на мои руки. В них абсолютно ничего нет. Далее я достану вот этот платок. В нем также абсолютно ничего нет. Что будет дальше? Дальше будет простая, обычная магия, друзья. Потому что сегодня в 18:15 на канале Якутия-24 будет проект «Испытано на себе». С Алексеем Гольдеровым я обучусь некоторым фокусам. Испытано на себе. Ребята, но ведь у нас есть еще один соведущий, это Сергей Козюра, который на славу потрудился в этом году. Он работает в нашем филиале в городе Нерюнгри. Давайте свяжемся с ним. Сергей, здравствуй! Привет, друзья и уважаемые коллеги! С наступающим вас Новым годом! И пусть этот Новый год принесет новые открытия, новые свершения, ну и, конечно, новые приключения и путешествия. Мы живем с вами в удивительной республике, в которой еще столько мест, которые мы с удовольствием покажем и о которых обязательно расскажем вам в новых выпусках «Испытано на себе» в новом 2022 году. С Новым годом! Испытано на себе. Вот таким был год для нас, для ведущих передачи «Испытано на себе». Я думаю, было достаточно насыщенно, но то ли еще будет впереди. У нас также много проектов, много интересных профессий, о которых можно рассказать. И мы, конечно, с огромным удовольствием будем это делать в течение всего 2022 года. Друзья, вам мы, конечно, хотим пожелать интересных эмоций испытывать вместе с нами. Подкидывайте свои идеи. Если у вас такие есть, обязательно приглашайте нашу съемочную группу. Все вместе испытаем, расскажем и покажем в эфире.
эфире нашей программы. Дорогие друзья, любимый наш зритель, мы поздравляем тебя с новым 2022 годом. Желаем от всей души побольше эмоций, как у нас, также побольше ярких мгновений в жизни. Ну а самое главное – здоровья, счастья и любви. С Новым годом! Испытано на себе.